Ковроделие на Кавказе, в частности в Ингушетии, являлось древним искусством. В старину были известны разные виды этого ремесла. Войлочное с врезным и вкатанным орнаментами, и ворсовое ткацкое. Все они изготавливались из овечьей шерсти. Подробно об их производстве рассказывает Зайнаб Дзарахова. Школьницы вслушиваются в каждое слово, ведь для них это что-то новое. Эти войлочные ковры по праву можно назвать шедеврами, потому как каждый орнамент несет определенный смысл. У нас сегодня здесь проходит семинар совещания, и мастер-класс. То есть у нас наше сегодняшнее собрание делится на два раздела. Это текущая наша деятельность, наша домов культуры, и мастер-класс по ковроделию. Мастер-класс проводит историк, профессор Зайнаб Зарахова. Сегодня тема нашей встречи называется «Ингушское ковроделие». Ингушское ковроделие было известно еще издревле. То есть в самые отдаленные времена наши далекие бабушки начали делать ковры. Какие виды ковроделия были известны у ингушей? Я думаю, у вас на слуху. Самым известным видом ковроделия было войлочное ковроделие, вот то, что перед вами сегодня висит. Но нам было известно ткацкое ковроделие. Ткацкое ковроделие, оно было развито в силу того, что у нас было развито овцеводство. Шерсти было очень много. Нужно было утеплять жилище, нужно было оформлять дома, нужно было одеваться. И для всего этого продукцию давало овцеводство. Из шерсти делали нитки, из шерсти ткали сукно, из шерсти делали ковры. Ковры делали за ткацкими станками. Вот станки, которые вы видите сейчас, они практически похожи у всех народов Кавказа, да и у других народов тоже. За этими ткацкими коврами с некоторыми особенностями создавали вот такие ковры. Вот те фотографии, что перед вами сейчас, они из сел Ангушт, Галгаюрт, Шолхи, то есть это Гадабошня Анюрт, это села, которые сегодня называются Куртат, Октябрьская, так, ну и другие. То есть, видите, мастерицы обучают девочек. Девочки вашего возраста, может, чуть младше, но ковроделию они обучались уже с детского возраста. Не было девочек, которые не умели своими руками делать какие-то изделия из шерсти. И это было просто необходимостью и обязанностью каждой девочки. Ткацкое ковроделие, вот сегодня вот здесь вот увидите фотографии с селения Гвилетти. Ткацким ковроделием сегодня профессионально занимается Тангиева Роза. Она делает удивительные ковры. И Бариева Мадина. Но в целом широкое распространение у нас получило войлочное ковроделие. Войлочное ковроделие, оно вот сейчас перед вами, оно представляет из себя сваленную овечью шерсть, которая в более отдаленные времена была одного цвета, то есть ковры делались одних цветов, естественных. Вот естественный цвет светлой овцы дает светлую шерсть. Из этой шерсти валяют, сплачивается эта шерсть, валяют, получают войлок и получаются ковры для стен, для пола. Но со временем стали естественные ковры вместе объединять, черную и светлую шерсть, и получать двух цветов. Вот то, что перед вами сегодня, их называют хетта ферсташ. Хетта ферсташ. Хетта, то есть сшитые, объединенные войлоки, сшитые из разных цветов. Вот то, что находится вот перед вами, ковер, допустим, вот он, его называют и истинг, а кто-то считает, что истинг от слова исти, что его делали женщины. А кто-то говорит, что истинг был одноцветным, и его дарили только женщинам. Ну вот, к примеру, вот такой ковер, это аналог турецкого ковра, который на днях подарили нашему музею. Не так давно фонд Музея изобразительных искусств Республики пополнился новым бесценным экспонатом. Старинный войлочный ковер «Истинг» в дар музея преподнес потомок эмигрировавших в Турцию ингушей, руководитель Ингушского культурного центра в Турции Салман Ахриев. Он давно интересуется культурой Ингушетии. Подтверждением этому является составленная им книга «Истинг», в которую вошли рисунки и фотографии ковров, вывезенных еще в XIX веке ингушскими и чеченскими мухаджирами в Турцию. Один из них он решил вернуть на свою историческую родину. Это культура, это история нашего народа.
Поэтому, как бы вот, когда этот ковер у меня хранился, я всегда думал об этом, что наша история должна на том месте, где наш народ живет, сохраняться. И ради нашей истории, ради нашего народа я решил привезти этот истинг сюда, домой, туда, где его место настоящее. Из этой книги сегодня нам представлена коллекция тех ковров, которые были увезены из окрестностей наших сел. Ковер, который сегодня Рашад уже воспроизводит в естественных размерах, а я уже эти ковры издаю в форме малых молитвенных вот этих ковриков. Каждый из этих орнаментов несет под собой информацию. Вообще ковер очень такой содержательный по своему орнаментальному содержанию. Это и астральные знаки, это и звезды, луна, как древний образ поклонения и в Малой Азии, и как образ, которому поклонялись очень долго. И был у нас лунный календарь у ингушей, и сегодня мы поклоняемся в исламе. Это рога быка, а бык мы знаем, когда одомашнивали животных, совершил прорыв в производительности человеческого труда, в земледелии. Бык ассоциировался с луной, и этот образ остался здесь в орнаменте. Здесь тоже мы видим 5 активное число. Мы видим треугольники. Треугольники сами по себе геометрически очень такие богатые орнаментальные знаки, а здесь еще и пятикратная молитва. А в 19 веке, когда уходили в Турцию, это уже уходили ингуши-мусульмане. Здесь несколько цветов, 4 цвета, посмотрите. И одновременно делаются 4 ковра. Каким образом? Берут 4 полотна. На этих 4 полотнах вырезают орнаменты. Один и тот же орнамент. А потом перекладывают из одного ковра в другой. И таким образом получается столько полотен, сколько здесь цветов. Для того, чтобы сделать вот такой ковер, например, сколько здесь цветов? 3 цвета, да? Одновременно делают 3 полотна и вырезают орнамент на 3 полотнах. Потом перекладывают и получают вот эти ковры. Войлочное ковроделие, оно и в традиционной культуре нашей было значимо. А вот ковер, который перед вами, большое полотно, его наша мастерица создала по древней старинной песне Или. Как Пятмат со своими дочерями собирала травы, собирала для того, чтобы сделать краски. И потом сделала, соткала этот ковер. Сегодня его воспроизвела наша мастер Рашад Ахильгова. Это очень древний образ, древний ковер. Вот этот ковер, например, он из селения Ангушт. Делала его известная мастерица. Сегодня этот войлочный ковер уже был на свадьбах. То есть уже звонят и говорят «сферт халгеря». Ну, ферт алвы, когда невеста входит в дом, у ног невесты должны были класть войлок. Вот, например, вот такие маленькие войлоки, их просто выкатывали перед невестой, клали веник, и она откладывала в сторону. То есть ковры читаемые, ковры почитаемые. А здесь это детская книжка, то, что мы приготовили сегодня для детей, чтобы они могли зарисовывать. И зарисовывая, это я сделала в рамках проекта «Ученые детям». Чтобы, зарисовывая вот эти истинги, они понимали, что это их древнее, что это их начало, и им это нужно знать и любить. А сейчас, когда они зарисовывают, я по их зарисовкам смотрю, что из этого извлечь и сделать один единый, более интересный вариант. Вот по разным школам, в садиках мы их зарисовываем уже. Вопрос, орнаменты, они схожи с другими народами Кавказа? Перекликаются. Но у ингушей очень древний, очень цепкий, очень рогообразный такой. У нас язык какой? Конкретный, жесткий такой, да? Ну, я говорю, такой, это образно. И вот на орнаменты, если посмотрите, это вот вы узнаете сразу. А вот как вот ближе к Чечне, к Дагестану, там больше появляется растительности, больше к Азербайджану, там уже плавучие линии. Вы посмотрите, вот, каким образом территориально можно проследить, как меняются ковры. Да, очень много у нас таких образов с чеченскими коврами, с карачаевскими. Очень много сегодня войлоков вот этих. Нельзя, конечно, припечатывать. Древние мотивы нас роднили всех. Вот наша мастерица сегодня, Ахильгова Рашад, многие свои ковры воспроизводит именно вот по этому альбому, воспроизводит древние орнаменты, зарисованные в конце 19-го, начале 20 веков. А вообще вот такие альбомы стали собирать все народы Кавказа. В 1901 году прошел первый съезд кустарей Юга России. И там уже было сказано о том, что ковры нужно зарисовывать как можно быстрее. И во всех республиках эта работа была начата. А в 1921 году по 1924 год они были собраны и изданы вот в такой книге. Ковры вместе с нами переживали историю, переживали и разные страницы. Вот этот ковер был описан Щеблыкиным художником. Он был описан.
И по описанию его передали вот в этом старинном альбоме. А потом уже его воспроизвела наша мастер Рашад. Вот ковер, который называется «12 оленей». 12 оленей были зарисованы, посмотрите, в черно-белом формате, а здесь уже мы в цвете показываем, чтобы нашим деткам было понятно, о чем идет речь на тех или иных коврах. А могли через орнаменты сказать о чем-то, символически выразить что-то, или делали орнаменты, которые являлись оберегами. Но вот само ковроделие, оно со временем перешло уже в искусство. Появились краски. Краски получали из естественных природных материалов. Овцеводство было развито, но и сам варан был почитаемым. И в виде рогов, рогообразными формами, это сохранилось сегодня на наших коврах. Мы видим, что и сегодня мы почитаем овцу, и когда у нас бывают торжественные мероприятия, то мы режем в честь гостя барана, а на стол, как правило, ставят голову барана, курдюк, и говорят о том, что вот в вашу честь была принесена жертва, то есть был зарезан баран. Вот посмотрите, здесь мы видим оленьи рога. А олень был очень почитаемым у нас в прошлом. У нас говорили благородный олень, сегодня нет этих оленей, но многие места в горах до сих пор связаны с оленями. Сейкошт, Сейахабухт говорят о месяце октябре, начало октября, которое называется иногда и бабьим летом. Это время, когда тянется паутина, а у нас есть выражение «сей багр мазаш ухха», то есть время, когда изо рта оленя идет паутина. Какой бы сюжет орнамента мы не взяли, мы здесь можем увидеть тех животных, которые так или иначе нашли отражение в коврах. Вот, например, ковер Льяновых. Здесь мы видим опять образ оленей. И в окрестностях этого селения, Фурток, где жили Льяновы, мы опять встречаем и выражения с оленями, и места, которые обозначены с именем оленей. Вот когда вы будете смотреть на ковры разных народов, вы увидите в них перекликающиеся мотивы. Самые древние мотивы – это и образ Луны, образ Солнца, образ человеческих отношений. Все это так или иначе находило место в культурах всех народов. И некоторые орнаменты по своему значению тоже объясняются почти одинаково у многих народов. Интересный вид искусства. Очень хотелось бы, чтобы оно у нас возродилось. Вот сегодня в Доме народного творчества, благодаря руководителю, мы хотим открыть секцию. Здесь вечерние курсы будут работать, кружки для детей. В селении Инырки живет прекрасная мастерица. Я думаю, директору повезло, что мастер живет именно там, Ахильгова Рашад. В других селениях. И возродить это искусство, это долг и обязанность каждого из нас. А вот там вот ассоциируется пятиконечная делегация, мы ее поняли, там, 5 год, 5 слабого ислама. А здесь вот 7 концов, это... Шестиконечно. Вот вы знаете, вы как раз коснулись очень интересной, глубокой темы, которая сегодня бесконечно так вот затаена. У нас есть в песнях, в фольклоре выражения, которые вызывают к себе интерес. То есть 6 дней, 6 ночей создавала земля. Так в ухе сигли алвы. 7 небесов взывают к тебе. 7 поколений предков взывают к тебе, к твоим поступкам, к твоим этическим... Да. Это уже вор, сигли, вор, Владимир. Все время зеркально, то вы увидите, что потомки отражаются в предках и предки в потомках. То есть жить нужно так, чтобы мы достойно могли передать эстафету нашим детям. Вот говорила в студенческой среде, я говорю, поднимите руки, кто не знает 7 имен. Я говорю, и лучше не поднимайте, мне будет стыдно смотреть на этого ингуша. То есть с понятием, с числом 6, числом 7, 9, можно говорить бесконечно много и долго, и разгадка лежит в нашем фольклоре, в нашей мифологии, в этих астральных знаниях, которые были у наших предков. Это очень интересная тема, это очень интересный вообще разворот ингушское ковроделие. И я вас взываю всех, давайте вместе будем поднимать это искусство по всей республике.
Эти ковры отражают связь между прошлым и настоящим. В этом тоже есть свой определенный смысл, отмечает Райшат Ахильгова. Ковроделием она занялась только около 10 лет назад, хотя всю свою жизнь являлась преданной поклонницей этого вида искусства. Для того, чтобы изготовить ковер, необходимо терпение и огромное желание, считает Райшат. Так, валяйте же, войлы кая же отдельно хаютсунг, тиграга цабот соуха даютунга. Тиг интерес холи, да, терпение холи, усидчивость, это все взаимосвязано. Тиг интерес холчи, да, я халбол бац, калсига халбол бац, халхахар калсак из бибежи, хадиж махани. В ближайшее время во дворцах культуры республики будут открыты курсы по изготовлению войлочного ковроделия, где каждый желающий сможет обучиться этому древнему искусству.